Они приходят на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего. А свой тяжелый труд называют не работой, а скорее делом всей жизни. В стране отмечают День социального работника. В республике такое почетное звание носит почти 5000 человек. Лучших сегодня чествовали в администрации главы Коми. О людях с большим сердцем расскажет Ксения Лосева. Рабочий график Александры Полугрудовой расписан буквально по минутам. За день хрупкая девушка успевает объехать больше 10 человек. Помощь везде нужна разная. Так, например, сегодня у одной из ее подопечных, Татьяны Анатольевны, сломался водонагреватель. Женщина живет совсем одна, но одинокой себя не чувствует, благодаря постоянной поддержке соцработников. Ко мне приходит социальный работник, зовут Саша. Мы с ней уже дружим давно, считай, как работаем, дружим. Ходит в магазин, что не попрошу, вот и пол протереть. Это моя подружка. Я люблю свою работу и хочется помочь каждому. Каждой бабушке, каждому дедушке, потому что они все равно нуждаются. И у нас такая профессия, мне нравится работать с ними. Купить продукты и лекарства, доставить воду и дрова, измерить давление, починить технику, да просто поговорить по душам. Со временем социальные работники становятся для своих подопечных верными и добрыми друзьями. В ответ на помощь получают улыбки, радость в глазах и самые искренние слова благодарности. Помогает справиться отдача наших получателей социальных услуг, их благодарность в наш адрес, слова поддержки. Вот все друг друга знают. У нас всегда доброжелательные отношения с нашими подопечными, также с маленькими детьми. Вот мы работаем, и их успехи, конечно же, нас тоже радуют и вдохновляют. Сегодня тех, кто всецело отдает себя людям, чествуют в администрации главы Коми. Здесь собрались соцработники практически из всех муниципалитетов республики. В нашем регионе в круге внимания и заботы специалистов социальной защиты находится каждый третий житель Коми. Это почти 250 тысяч человек. Ветераны, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие и многодетные семьи. В отрасли нас почти 5000 человек. Все мы разные, но нас действительно объединяет одно – это любовь к своей работе и любовь к людям. У нас говорят, в отрасли случайных людей не бывает. И это правда, далеко не каждый может каждый день, сталкиваясь с самыми разными человеческими проблемами, профессионально помогать человеку. То, что социальные работники готовы в любой момент прийти на помощь не только на словах, но и на деле, доказала и пандемия коронавируса. Отрасль оперативно отреагировала на вызовы COVID-19 и справилась с поставленными задачами. Большой объем работ лег на плечи соцработников и после объявления о начале специальной военной операции. На базе Министерства труда, занятости и социальной защиты региона оперативно начала работать горячая линия оказания помощи участникам СВО и членам их семей с очень символичным названием «Своих не бросаем». Так вот, как и обещали, не бросили. От всей души благодарю всех вас за доброту, за отзывчивость, за щедрость сердец и преданность своему делу. И, конечно же, чтобы не выгорать, человек должен всегда помнить на своем рабочем месте, что он в своем служении, отдавая добро, тепло и помощь людям, получает ее сторицей. Пусть незаметно, пусть, может быть, не каждый раз и не каждый день благодарности людям, но точно совершенно могу вам сказать, что сердца людей, которых вы поддержали, души людей, которых вы поддержали, вам искренне благодарны. Сегодня в Коми организована вся необходимая работа по предоставлению мер поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей, а также социальная реабилитация бойцов, уже вернувшихся домой. Вместе с тем соцработники продолжают выполнять свои ежедневные задачи. И даже после сегодняшнего награждения сразу же спешат обратно на службу, к своим подопечным, потому что знают, что они нужны и просто не могут подвести тех, кто однажды им доверился. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юркан.